Фехтование – это необыкновенно красивый, изящный и даже романтичный вид спорта. Это древнее боевое искусство имеет тысячелетнюю историю. Но и сегодня фехтование актуально, а самое главное, этот вид спорта развивается у нас в республике. Ну и, конечно, не надо забывать, что фехтование – олимпийский вид спорта, который требует, конечно же, физической активности, а также быстроты реакции, ну и, конечно же, интеллектуального развития, в котором, как говорят сами фехтовальщики, они уступают лишь шахматистам. Правда ли это? Узнаем сегодня. Испытано на себе. Правым боком приставными шагами. Перед собой руками машем хорошенечко. Левым боком. Обычный вверх. Бегом. Правым боком скрестным шагом. Ручки перед собой, полностью туловище двигаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Плечевые суставы начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закрываемся. Левая нога. 4 секунды. Закрываемся. На бок. Боковые. Тоже 4 секунды держим. Меняем. 4 секунды. Ставим. И теперь скрещиваем ручки. Завершающий переносок. Начали. Раз, два, три, четыре. Испытано на себе. Школа фехтования в Якутске открылась в 2017 году, и она уже имеет свою небольшую историю. Дети занимаются ежедневно, но о том, как проходит тренировочный процесс и какие цели ставит перед собой руководство школы, узнаем непосредственно у директора. Это Марфа Тоева. Марфу все знают как именитую спортсменку, мастера спорта по легкой атлетике. Марфа, здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем с 2017 года. Идея появилась в период подготовки с Маратом Николаевым. Мы участвовали на чемпионате России. Вот, и я поняла, что этот вид спорта для нашей республики очень даже подходит. Почему? Почему? Потому что тренировки проходят в помещении. Можно даже круглогодично. В летнее время больше укрепляем выносливость, физическую подготовку. То есть мы проводим летний лагерь, где дети развиваются физически, интеллектуально. Марфа, а как часто проходят тренировки и с какого возраста можно уже посещать данную секцию? На данный период развития у нас 2 группы, по 2 раза в неделю проходят тренировки. В дальнейшем очень хочется, чтобы наши тренировки проходили 4-5 раз в неделю, чтобы развитие было активное и дети могли уже полноценно готовиться к турнирам и принимали участие. А с какого возраста дети уже приходят к вам в школу? Так, мы берем с 8 лет. С 8 лет это получается с 1 класса ребенок может уже начать заниматься фехтованием. Конечно, дети все разные. То есть первая тренировка у нас бесплатная, то есть дети могут посмотреть, попробовать себя на данном виде спорта. Если им нравится, то мы начинаем дальше работать. А задается сразу следующий вопрос, да? Вот мне кажется, что вот сейчас ребята занимаются, да, это вот должны быть какие-то реактивные, такие сконцентрированные дети. То есть гиперактивным как будто бы здесь делать нечего. Ты должен все время контролировать все происходящее. Или это ошибочно? Так, тут надо смотреть, да, индивидуально ребенка. То есть бывают гиперактивные, но они умеют собираться. То есть тут очень все индивидуально надо смотреть. Тренер наш как раз во время первой тренировки смотрит, насколько ребенок способен. И на самом деле вот сразу невозможно говорить, вот ребенок может, не может. А по статистике больше девочки занимаются фехтованием или мальчики? Знаете, я даже
В какой-то период я удивлялась в плане того, что больше девочки занимались. Девочки Да, хотят, вот. больше девочки занимались, но сейчас 50 на 50. На самом деле, да. Ну а средний возраст все-таки я смотрю, что это ребята все-таки постарше, да? Это вот лет там 10-15, да? Так, у нас, да, 10-15, но маленького возраста Тоже тоже есть, есть, да? да. Испытано на себе. У ребят сейчас небольшой перерыв, действительно нагрузка такая достаточно серьезная, да? А я тем временем хотела вас узнать, Марфа, вы как опытный спортсмен, как мама, да, в первую очередь, как считаете, какая польза от занятия фехтованием может быть у ребенка? Так, во время занятий фехтованием развиваются все группы мышц на самом деле, и развивается выносливость, физическая подготовка. Также не зря говорят, что фехтование – это шахматы в движении. То есть интеллектуально тоже развиваются дети. То есть нужно и думать, и Думать, еще и потом силу. принимать решения. И, знаете, даже быстро надо принимать решения. Как раз дети учатся вот, Реакции. так же, как и в жизни, да, быстро принимать решения. Это очень хорошее качество. Пригодится любому ребенку, да, Да, в жизни. да. А вообще, есть ли перспективы развития у фехтования в республике? И сможем ли мы воспитать вот таких настоящих профессиональных спортсменов? Если говорить именно профессиональных спортсменов, да, я считаю, что мы можем. Тут очень важно, на самом деле, вот, тренерский состав. И как раз мы сейчас работаем, идут переговоры с опытным тренером. Вот, и хочется, чтобы вот эта вся ситуация закончилась, и мы смогли уже дальше развиваться. Ну а дети есть у нас, хорошие ресурсы, кадры у нас есть. Есть талантливые дети, с некоторыми я переговорила лично, даже готова была пригласить их в Москву, чтобы они дальше развивались. Но тут очень, да, такой вопрос, родители тоже должны быть готовы. Ну, пока, Вот. пока еще рано об этом говорить, да, я думаю, главное, чтобы у нас школа здесь как можно больше детей могла принять здесь, да, и, соответственно, отсюда будут вылетать те самые ласточки, да, и будут добиваться успехов. Ну что, я готова уже попробовать все на себе, и мне не терпится поговорить с тренером, ну и, конечно же, с ребятами. Испытано на себе. Ну а пока юные фехтовальщики отдыхают, я решила задать им, конечно же, несколько вопросов. Кто, как не дети, могут рассказать о своем любимом деле с душой и с эмоциями. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, кто из вас самый такой опытный фехтовальщик в этой команде? Сколько лет занимаешься? Я занимаюсь 5 лет уже. 5 лет? С самого открытия. И как тебе? Что тебе больше всего понравилось? Почему так тебя затянуло сюда? Ну, не знаю, как-то больше нравится вот, в спаррингах участвовать, как-то вот все это делать. Мне нравится там скорость, ловкость и вот это все. А с мальчиками или с девочками больше нравится соревноваться? Да со всеми. Со всеми? А в школе, в такой повседневной жизни применяешь эти навыки? Ну, на физкультуре, да. На физкультуре, наверное, получаешь автоматом все, да? Да. Да? Так, хорошо. Рядом с тобой вот сидит юный спортсмен. Сколько тебе лет? 12 скоро будет. 12 лет. И ты сколько лет занимаешься? 2 года. 2 годика. Что тебе больше нравится всего в этом? Что в этом спорте ловкость нужна, скорость. Это очень красивый спорт. Надо делать удары за секунду буквально. Хорошо. А у тебя есть кумир? Все-таки это же олимпийский вид спорта. Наверное, недавно смотрел, переживал, да? Кто твой такой самый главный кумир в этом? Ну, я даже не знаю, их много. Много? Ну, к примеру. Софья Покровская. А у тебя? София Великая. Ну, действительно, собственно, твоя, да, тезка, так сказать, хорошо. А вот здесь вот парень сидит постарше, да, наверное? А ты вас когда пришел в фехтование? Я пришел год назад, мне сейчас 14 лет, меня зовут Тимур Капитонов. Я учусь в физико-техническом лицее и, пользуясь случаем, хотел бы передать привет своему классу. О, какой молодец! А я, пользуясь случаем, хочу передать ФТЛу тоже привет, потому что я выпускница, правда, я закончила давным-давно эту школу, но очень приятно видеть, когда есть ребята из той школы, где я училась. Так что ФТЛу привет, да? Хорошо, а ты кому-нибудь привет хотел передать, да? Своим одноклассникам и семье. А ты где учишься? В 15-й школе. В 15-й школе, молодцы. Ребят, ну а вообще, вот сложно тренировки? Вот устаешь? Бывает такое, что вот прям пришел домой и говоришь, все, больше не пойду? Не бывает? То есть физически это не очень тяжело? Как бы.
А мечтаете вот именно потом профессионально заниматься, поехать, поступить в какой-нибудь университет такой физической культуры, да, и стать, может быть, тренером по фехтованию или выйти на профессиональные такие поединки? Кто хочет стать профессиональным фехтовальщиком? Все? Действительно? Ну, тогда, я думаю, вам нужно еще усерднее работать, ребята. И, конечно, мы надеемся, что когда-нибудь на пьедестале Олимпийских игр встанет тот самый спортсмен из Якутии. Возможно, это будет кто-то из вас. Испытано на себе. Ну и как обычно, я часто задаю детям вопросом, что для тебя спорт? Ну а в частности, что для тебя фехтование? Поехали. Фехтование это? Фехтование – это скорость и реакция. Фехтование это? Скорость и тактика. Скорость и ловкость. Тактика – спорт. Спорт. Скорость и сила удара. Скорость и ловкость. То есть все отмечают самое главное – скорость. Ну а как это все происходит на деле, мы узнаем сейчас. Испытано на себе. Для меня, человека далекого от спорта, все происходящее позади меня, как минимум, очень интересно, а также необычно. Странные звуки, странная экипировка. И, конечно, это все как будто бы вот прямиком из тех самых Олимпийских игр. Ежедневно с этими ребятами занимается опытный тренер и их наставник – это Евросинья. Евросинья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Немного расскажите о том, что происходит сейчас. Вы же наблюдаете за этим постоянно. Вот что делают ребята правильно и вообще какие основные цели, задачи в фехтовании? Но сейчас у ребят происходит спарринг, то есть это они между собой проводят бои. То есть в данном случае, конечно, не без аппарата, а в целом в фехтовании всегда ребята подключаются к аппарату. То есть путем этого аппарата фиксируются удары. Горит лампочка, первому сопернику балл. Горит другая лампочка, второму сопернику. В данном случае у них как бы тренировочная, но у них есть задача, кто первый нанес удар, то есть делает укол, рубящий удар, все, тот выиграл. Тут почему дети всегда говорят скорость, тот, да, кто быстрее, кто резче сделал удары, тот уже все, получается, что он выиграл. Ну, а вот сейчас они понимают, да, куда они друг другу-то колят, ударяют, Конечно, да? То есть конечно, да. даже без аппарата они понимают, кто из них лидирует, Да, правильно? да. Но это более понимают те дети, которые уже давно занимаются. Вот. И, конечно, опыт дается путем соревнований. У меня есть дети, которые уже давно ездят на соревнования. И, соответственно, они уже впитывают все, опыта набираются. И уже без проблем сами, без судьи даже могут в спарринге определить, кто победил. У многих родителей, наверное, сейчас сразу возникает главный вопрос. Насколько безопасен этот вид спорта? Потому что, ну вот по мне сейчас звук такой ужасающий. Такое ощущение, что вот они прям бьют друг друга вот теми самыми шпагами. Да, у нас оружие сабля. А в целом, ну это спорт. Спорт везде как бы, да, и травмы могут получить и так далее. Единственное, тут можно быть безопаснее тем, что, да, это как-то жестко выглядит, Да. то, что саблями машут там, но ребенок полностью в защите, маска одевается на голову, далее защитная куртка, которая не дает даже, как говорится, проткнуть. Все родители прям переживают, спрашивают, а там она не протыкается, Да, там нет, все безопасно, все. И ниже пояса они не имеют права наносить. Тоже ребенок уже знает, что ниже пояса нельзя наносить удары. И как нам уже сказала Марфа, да, что у вас сейчас 50 на 50. И мальчики, и девочки ходят, да? Да. То есть так, нет такого, да, что это мужской спорт или женский вид Нет, спорта? нет, абсолютно нет. Мгм. Вот у ребят проходит бой. Вот, можно увидеть, да, что ребенок нанес колющий удар. Колющий удар в сабле минимум нужно использовать. Также вот в той паре София и Марина. София делает скрестные шаги. То есть это когда соперник идет вот так, обычным шагом. Это тоже нельзя, это не разрешается. Это сразу замечание, далее штраф. Так здесь не только должна быть быстрая реакция у Да. спортсменов, но еще и у тренера. Я ничего не заметила. По мне, так они все делают идеально, прыгают, защищаются, все нормально. Нет. А здесь все видно, надо и шаг контролировать, Да, и уколы, и все. абсолютно верно. Ой, да. мамочки! Так, хорошо. Ну, я думаю, уже, конечно, пора бы и на себе испытать все это дело, так как проект называется «Испытан на себе». Хотя бы для начала рассмотреть ту самую экипировку, про которую уже сказал наш тренер. Испытано на себе. В
фехтовании, конечно, немаловажную роль играет та самая экипировка. И вот сейчас мы вместе с тренером попробуем немножечко хотя бы в этом разобраться. Ну что необходимо для настоящего фехтовальщика? Ну или хотя бы начинающего? Но первое, это, конечно, защита. Полностью нужно защищаться. То есть ребята одевают брюки. Вот, они вот на таких лямках. Можно сверху. То есть здесь определенная специальная ткань, да? Ткань, да. Кстати, насчет ткани могу рассказать, то, что здесь материал кевлар. Оно делается, вот у нас же носят космонавты белый костюм. Да. Вот у них точно с такого же материала сшито, да. Да, Поэтому почему они одевают такие, чтобы материал не рвался, не протыкался, вот, поэтому вот абсолютно безопасно всё. Интересный факт. Так, ну хорошо. Ой, это, наверное, надо было делать без обуви, но так. Ну ничего страшного. Ребята это одевают на голое тело или можно поверх На голое одежды? тело. Ну, Ага. бывает, да, на леггинсы тоже можно одеть, девочки одевают. Так, хорошо. Давай. Застегнем. Сейчас, подождите, еще там надо нажимать лямку. Сейчас. Да. И, конечно же, сверху еще одевается электрокуртка. А это первый слой, и все? Да, нет, дальше одевается уже электрокуртка. Путем этой куртки уже фиксируются удары. То есть это сшито с металлических нитей. То есть когда касаются саблей, куртка дает датчику реакцию. То есть горит лампочка, если нанесли удар. Поэтому электрокуртка это обязательно. С ума сойти. И так вот тренироваться еще? Да. Жарко, душно, неудобно, а еще нужно делать какие-то резкие движения. Ну, это прям, по мне, так это что-то невероятное. Вот такое удовольствие фехтования, товарищи. Так что будьте готовы. Вот, то есть И вот так. еще перчатки, обязательно, без перчаток. Кстати, перчатки все спрашивают, почему на вторую руку нету. Одевается только на ту руку, которая держит оружие. То есть левша одевает, соответственно, левую, правша одевает правую. И все, боец готов. Так, давайте поговорим про вот этот. Вот это. Вот. Так, что это? Из чего это сделано? И Фехтование есть 3 вида оружия. Это сабля, рапира и шпага. В данном случае у меня дети тренируются только с саблей. Есть разница в чем? Сабля, то есть саблей можно нанести удар любой частью сабли, то есть любая зона подходит. У нас, видите, да, в шпаге и в рапире кончик, он с кнопочкой идет. То есть у них только колющий удар. А в нашем случае рубящий удар. То есть можно в любую зону нанести. И в руки, и в да, да, абсолютно верно. А у тех только вот так. А у тех только, да, только колющий то есть удар. у нас больше вариантов. Да. А вот длина вот рукоятки, высота вот самого орудия? Вес оружия 500, примерно 400-500 грамм. Вот. А длина, ну, у них стандартная. То есть длина орудия не зависит от роста ребенка? Нет, нет, у всех стандарт, у всех одинаково. Даже 7-летний ребенок, даже 5-летний ребенок, он все равно берет стандартное оружие. Ну, действительно, это кажется только, что оно тяжелое, такое металлическое, на самом деле очень легкое. Так, так, вот. А это должно быть вот так. А это, да, это гарда. То есть гардой вы защищаете полностью свой кулак. И если, соответственно, вы так держите, соперник подходит, вам может по руке дать, а это очень больно. А вот эти можно отрубить пальцы? Нет, нет. Просто синяк? Синяк, да, ну, как бы это спорт, травма тоже бывает. Или если вот не в защитную руку, ну, то есть в руку, да, которая не защищена. Кстати, вот вы сейчас, да, сразу руку назад убрали. Вот если соперник стоит вот таким образом, можно саблей попасть прям по ладошке. То есть это тоже травмоопасно. А куда ее девать? Нужно держать вот так, на бок. И не пальцы убираем, да. Сколько нюансов. Самое главное уберечь руки, да? Ну и голову в том числе. Да. Это что за шлем? Это маска. Маска у нас тоже от удара. Тут полностью все. Сюда ударили, сразу датчик срабатывает. Вот здесь, видите, ямочка есть. Надо туда подбородок подставить. Так, погодите. А вот это куда-то убрать?
Так, а здесь внутри, давайте покажем, что здесь внутри. Здесь это все Это для комфорта, чтобы было комфортно максимально. При движении все равно же головой двигаем. Вот здесь это очень А твердое. это чтобы маска не слетела, получается, мы вот это Сахар. уже, да, вот, она сгибается, ее всё. вниз. И А здесь все очень... Тут даже, знаете, для тех, кто боится закрытых пространств, вот как я, например, туда опусти голову, уже как минимум страшно. А дырочки для чего? Почему с левой стороны это судьи говорят, стоп, там, дальше и так далее, предупреждение. Вот это все слушать тоже надо. Ну что, дорогие друзья, только в рамках проекта «Испытано на себе» поборю свой страх, маску все-таки надену на свою голову и попробую уже на деле с ребятами сделать несколько упражнений, но, к сожалению, микрофона у меня не будет, но и говорить я там тоже не смогу, поэтому все смотрите воочию. Всё. И а вы как называете, бойцов или кем? Бойцы. Да? Да. Ну что, дорогие друзья, боец готов к бою? Я пошла. Испытано на себе. Обучение начинается, ничего мне не понятно, но я думаю, с опытным тренером разобраться получится. И, конечно же, у меня есть партнер. Хорошая девочка, которая занимается этим 5 лет. Я надеюсь, что она меня сегодня пощадит. Итак, мы начнем с основной базы. Это основная база. Сейчас мы будем защищать наше правое плечо, наше левое плечо и, конечно же, голову. Защищаемся. Третья позиция. Вот. Далее. После удара защищаем сразу левое плечо. Это четвертая позиция. Гарду поворачиваем. При этом всегда вы должны смотреть на соперника. И, конечно же, пятая позиция. Это мы защищаем голову. А чем мы вот ею защищаем? Когда она наносит удар, надо выше. Если вы ниже подставите защиту, соответственно, она уже касается маски, и у нее датчик срабатывает. Она выиграла. Поэтому нужно выше и чуть-чуть подальше. Сначала здесь защищаю. Да, нет, чуть-чуть вот так. Да, вот здесь да. защищаю, Потом левое плечо. Вот. А потом И тут маска. Да, все. И присядьте. Не забывайте, что нужно еще приседать. Это очень тяжело, кстати. Это очень тяжело, но по правилам вы обязаны только вот в таком положении всегда делать шаги вперед, шаги назад. Только в таком положении. Чем дольше этим занимаешься, тем привык. Да, То есть сначала люди всегда очень... прокачаны, да? Да. Чувствую, завтра я ходить не смогу. Все, бойцы готовы, приготовились. Что надо сделать? Так? Вы стоите пока. Сейчас у вас только защита. Защищаем только третью. Потом София наносит удар. Потом вы защищаете четвертую. София наносит удар. Потом пятую. Хорошо. Так, София. Все, София, приготовились? Очень страшно, София, подожди. А куда так делаешь? Да, Вот так? да. Давай, София. Удар. Молодец. Дальше. Левая. Удар. Ой! Закрылись. Так. И сразу пятая. Оп, все. Это 3 основные защиты. Сейчас уже вы будете наносить удары. Меня в жар бросило. Ноги заклинило. То же самое. хорошо. Стоим и наносим удар сначала сюда. При этом у нас в основном работает кисть. То есть туловище мы не работаем. Работаем только кистью рук. Да. И раз. Закрылись. Вот. Потом в четвертую. Это где было? Это Лицо. вот она подсказывает. А, я же вот так. Да, оп, все, закрылись. И пятая. Вот так. вот. Тут, к сожалению, да, потолки очень низкие. У нас тренировки в основном проходят в клубе «Спортбаза». Сегодня мы приехали в «Триумф», да, ну, то, что вот потолки касаются, то есть оружием можно коснуться потолка. Не очень удобно. Да, неудобно Но очень. несмотря на это, юные фехтовальщики тренируются, Да. где есть возможность, и почему бы нет, здесь, в принципе, людей нет, и мы вот немножечко подряд. И вот так проходят, вот основные вы учите, да? Это защиты? самые основные. Дальше, глубже уже тактика на самом деле уже меняется. То есть там очень много нужно изучать, тренировать, пробовать. Вот.
И вообще, как можно быстро научиться вот основам фехтования? Ну, если ребенок при регулярном посещении 2 раза в неделю будет ходить, ну вот основа основ, через сколько он будет ходить? Я вам скажу так, на самом деле ребенок, да, зависимо от возраста, хватает быстро. Вот, к примеру, от 12 до 14 лет у них хватает очень быстро. То есть вот ребенок месяц отходил, на 2-й месяц он уже смело летает на соревнования. Да, до такой степени. Но это, опять же, зависит от ребенка. Не все так. Это зависит от ребенка. Как вот он хватает, изучает, понял, все, он уже готов. Если нет, то, конечно, да. Да, а основными какими качествами должен обладать ребенок? Ну, конечно же, должны быть сильные ноги, да, я как понимаю? Да, Физические. Да. Сильные ноги. Во-первых, фехтование еще сравнивают с шахматом. Тут надо ходы думать заранее, наперед прям надо думать. То есть куда нанести. Это нужно думать, когда ты уже идешь к сопернику вперед, да, атакуешь. Ты в этот момент уже должен думать, куда мне нужно нанести. То есть, если соперник уже, то есть я, да, вижу, что соперник уже поднимает руку, у меня сразу автоматом есть понятие, что мне нужно нанести удар только ниже груди. Вот, есть возможность только нанести ниже груди удар, если только у меня соперник поднимает руку. То есть вот таких вот моментов на самом деле очень много. И, ну, чтобы рассказывать, их очень много. Да. Здесь вообще еще должна быть какая-то, наверное, культура поведения, да, друг друга. Обязательно, да? обязательно. Даже в бою бывает так, что соперники очень сильно наносят удар, прям очень сильно, со злости. То есть судья тут дает уже предупреждение, что раз предупреждение, второе, он имеет право автоматом дать ваш заработанный балл сопернику. Ну, София не агрессивный соперник, я смотрю, она даже заскучала со мной, так сказать, да? Так, София, дай-ка еще раз навыки мои обточенные, погоди. Так, это я на тебя смотрю, так? Да. Одна нога так, правильно? Сейчас вы в защите или вы хотите атаковать? А я не знаю, чего хочу. Просто что-то попробовать. Давайте я в защите. в защите, да, давайте. София наносит удар по 3-й, раз, закрылась, по 4-й, раз, закрылась, и по 5-й. Молодец. Теперь я наношу удары. Да, Быстро. 3-я, раз, Хоп, раз, и вот, вообще класс. вообще класс. Ну что, дорогие друзья, София, благодарю тебя, покажи свое лицо всей республики. Еще раз говорю, вот именно такие ребята занимаются фехтованием, и действительно человек целеустремленный, хочет стать профессиональным спортсменом. И мы, конечно же, глядя на такую девочку, как София, уверены, что будущее у фехтования в республике есть. И мы скоро совсем в этом убедимся, правильно? Фехтование испытано на себе.